В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Мост через реку Лену внесли в проект плана развития инфраструктуры России. Министр экономического развития Максим Орешкин направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана развития магистральной инфраструктуры. Этот документ в своем майском указе поручил разработать президент Владимир Путин. Первая версия плана предусматривает масштабное финансирование инфраструктурных проектов. Они обойдутся почти в 7 триллионов рублей в течение 6 лет. При этом из бюджета власти собираются потратить меньше половины этой суммы. В текущую версию документа внесено 690 объектов, в том числе мост через Лену в районе Якутска. Эксперты оценивают стоимость этого моста в 70-80 миллиардов рублей. Мост через Лену позволит создать в районе Якутска логистический центр, где должны соединиться 3 федеральных маршрута – железная дорога, речной и авиационный транспорт. Ранее временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев заявлял, что мост через реку Лена нужен не только Якутии, но и всей стране, поскольку он имеет важнейшее значение как с экономической, так и с стратегической точки зрения. Для дальневосточных инвесторов разработают предложение по долгосрочным тарифам. До 10 сентября правительство России подготовит предложение об утверждении механизма долгосрочного регулирования энерготарифов, тарифов на природный газ, воду для новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Соответствующее поручение Кабинету министров дал президент России. Крупные инвестиционные проекты запускаются и реализуются не один день и не год. Они требуют многих усилий и значительных вложений. Инвестору нужно просчитать проект, быть уверенным в том, что затраты не превысят планируемый объем. И такие условия в рамках формирования комфортной бизнес-среды мы хотим обеспечить на Дальнем Востоке, отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Жителям Среднеколымского района, пострадавшим от весеннего паводка, направлено около 103 миллионов рублей. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии Владимир Солодов в ходе рабочей поездки в Среднеколымский район проконтролировал ход работ по ликвидации последствий весеннего паводка. Глава Кабинета министров побывал на объектах, где сегодня ведутся аварийно-восстановительные работы. Владимир Солодов осмотрел многоквартирный дом в Среднеколымске, больницу, школу и частные дома в селе Налимск. Мы совмещаем сейчас поездку с торжественных мероприятий с контролем реализации мероприятий по ликвидации последствий паводка. В этом году он был разрушительным. Такого не было 20 последних лет. В Среднеколымском районе пострадало более 700 человек. Полностью все выплаты были проведены. Первую сваю многофункционального спортивного комплекса заложили в городе Среднеколымский. Объект является одним из 7 проектов развития Дальнего Востока. На эти цели из федерального бюджета было выделено 210 миллионов рублей. Запланировано знаменательное событие, связанное с началом строительства многофункционального спортивного центра, который реализуется по программе поддержки центров социального роста, социального развития, центров экономического роста на Дальнем Востоке. Мы видим, что все это задает новое качество жизни и новое качество социальной среды, городской среды Среднеколымска. Вот даже здесь, на этой площади, будет продолжено развитие, объединено в единый комплекс вместе с храмом, который также построен, будет открыт этой осенью. И мы видим, что в реальности происходит преображение городской среды и его развития. В Якутии займутся вопросами кибербезопасности. Ее обеспечение позволит достичь того уровня цифровизации, при котором якутская продукция выйдет на мировой рынок. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. Напомню, что в столице республики завершился 2-й международный форум по IT и кибербезопасности «Айсберг». Я двумя руками за то, чтобы системы по сбору данных начали работать, но одновременно с этим мы должны думать о том, как их защищать от злоумышленников. Цифровизация – это то, что способно выдвинуть Якутию в лидеры. СФУ вместе с якутскими IT-компаниями могли бы стать в этом вопросе одними из локомотивов в масштабах всей России, сказал временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев. Он также отметил, что госорганам, муниципалитетам, учреждениям здравоохранения и образования необходимо внедрить в работу общие базы данных и уйти от отчетов, которые отнимают у специалистов до 50% времени.
Ну а в Мирном гостиница «Зорница» перешла под управление гостиничной сети Azimut Hotels. Это уже второй по счету отель в республике, который будет развиваться под брендом Azimut. Отелю, получившему новое название, будет присвоено 3 звезды. В нем 83 номера, на его территории находится ресторан, конференц-зал и кафе с баром. Сама гостиница расположена в самом центре города, в 3 километрах от аэропорта. Для нас работа с объектом в городе Крайнего Севера стала определенным вызовом. Прежде никто из крупных гостиничных сетей этого не делал. Мы планируем не только повысить загрузку отеля, но и дать городу возможность принимать гостей на высоком уровне, отметил генеральный директор Azimut Hotels Вальтер Нойман. Женское трудоустройство остается одной из больших проблем на сегодня в Якутии. За 7 месяцев текущего года в органы службы занятости обратились 9261 женщина. Это примерно 40% от общего числа всех обращений. Из них 3417 имеют несовершеннолетних детей, а 506 – детей до 3 лет. Основной трудностью для женщин в поиске работы является отсутствие профессионального образования, но этот вопрос постепенно решается. Сегодня у нас есть мероприятия по самозанятости, суть которых заключается в том, что мы предоставляем единовременную материальную поддержку в размере 152 тысяч рублей, которая идет на открытие своего дела. Многие, например, организуют свои салоны красоты в родных городах и селах, отметил председатель Государственного комитета по занятости населения Якутии Степан Москвитин. Сегодня женщины должны обновлять свои профессиональные навыки, учитывая современные тенденции, считает исполняющая обязанности заместителя председателя правительства республики Ольга Балабкина. За последние годы мы немало сделали по поддержке материнства и детства, улучшению жизни семей с детьми, повышению их социально-экономического положения. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, такие как информационные технологии и цифровая экономика. И это дает нам возможность расширять свой круг компетенций и социальных ролей, сказала она. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.